Согласно историко-типологической методологии наших отечественных исследователей, принято считать, что якутское Олонхо, как и бурятские улигеры, как и хахатские алыптах-немахи, как тувинские, алтайские героические сказания, как эвенкийские нимгаканы, эвенские нимканы, долганское Олонхо относятся к числу архаических героических эпосов. Отличительной чертой архаических героических эпосов является то, что они представляют собой раннюю ступень развития эпического творчества народов мира и отражают мировоззрение, мировосприятие, мироощущение, идеалы патриархально-родового до государственного этапа развития человеческого общества. В отличие от киргизского Манаса и других более поздних эпических произведений, архаических героических эпосах, в том числе якутском Олонхо, вы не можете обнаружить реальные исторические события, факты, реальные географические названия, страны. Такова особенность архаических героических эпосов в отличие от исторических. Якутское Олонхо является крупным эпическим произведением. Размер якутского Олонхо выявляют по самым разным основаниям, прежде всего по количеству ночей, в течение которых исполняется якутское Олонхо. Если якутское Олонхо исполняется в течение одной ночи, то такое Олонхо считается маленьким Олонхо или теттык Олонхо. А если же Олонхо исполняется в течение 2 ночей, то такое Олонхо считается средним Олонхо. А если Олонхо исполняется в течение 3 и более ночей, то в старину такие Олонхо считали крупным или большим Олонхо. Подавляющее большинство якутских Олонхо исполнялись в течение 1 ночи. Однако, как утверждает Сарашевский в своем сочинении «Якуты», верхоянский сказитель Манчары рассказывал ему, что он знает такое Олонхо, которое может он рассказать в течение целого месяца, то есть в течение 30 ночей. Таким образом, якутское Олонхо, как правило, исполняется в ночное время, после раннего ужина до предутреннего сна. Примерно это составляет где-то 12-14 часов. Якутское Олонхо не является исключением. Бурятские улигеры, эвенкийские нимгаканы, эвенские нимканы, долганское Олонхо тоже исполнялись в ночное время. Размер якутского Олонхо также определяют по количеству числа стихотворных строк. Если Олонхо состоит из 5-6 тысяч стихотворных строк, то такое Олонхо принято считать маленьким Олонхо. Например, Олонхо Бурнашова Бадюгас Кыз-Дебелье состоит из 4969 стихотворных строк. А если же Олонхо состоит свыше 6 до 15 тысяч стихотворных строк, то такое Олонхо принято считать средним Олонхо. Например, Олонхо Каратаева Василия Осиповича «Могучий Эрсолотох», который состоит свыше 6 тысяч стихотворных строк. Самым крупным якутским Олонхо является трехпоколенное Олонхо у солданского сказителя Алексеева Алатыр Алатуйгун. Это трехпоколенное якутское Олонхо состоит из 50 209 стихотворных строк. По количеству стихотворных строк якутское Олонхо Алатыр Алатуйгун занимает 4-е место в мире. 1-е место в мире занимает киргизский Манас, который состоит свыше 550 тысяч стихотворных строк. 2-е место занимает индийская Махабхарата, которая состоит свыше 200 тысяч стихотворных строк. 3-е место занимает поэма Фердувоси «Шахнаме», которая состоит свыше 100 тысяч стихотворных строк. Таким образом, наше Олонхо занимает 4-е место в мире среди эпических произведений. И, наконец, в-третьих, размер якутского Олонхо можно определить по числу поколений, о героических подвигах которых идет речь в этих Олонхо. Если Олонхо идет речь о подвигах только одного богатыря, то такое Олонхо принято считать маленьким Олонхо. Например, Кыз-Дебелье. Речь идет только о подвигах этой богатырши Кыз-Дебелье. А если же в Олонхо повествуются подвиги 2 поколений богатырей, например, отца и сына, то такое Олонхо считается средним Олонхо или 2-поколенным Олонхо.
Двухпоколенных Олонхо в старину было огромное количество. Мы в качестве примера можем привести, что двухпоколенным якутским Олонхо является Олонхо Каратаева Василия Иосифовича «Могучий Эрсоготох», где повествуется о подвигах двух поколений богатырей, отца и сына, могучего Эрсоготоха и его сына Камис Кюректай. Двухпоколенным Олонхо является также Олонхо Абрамова Эльбетберген, где тоже повествуется подвиг двух поколений богатырей, отца Оготулаях и его сына Эльбетберген. Довольно редко встречаются трехпоколенные якутские Олонхо. Из опубликованных текстов якутского Олонхо мы можем сказать, что существует только два таких трехпоколенных Олонхо. В Олонхо у салданского сказителя Алексея Алатыр Алатуйгун говорит о подвигах трех богатырей. Сначала речь идет о подвигах Кыснергун, затем его сына Алатуйгун, затем ее внука Беро-Бего. Также трехпоколенным якутским Олонхо является Олонхо неизвестного верхоянского сказителя, записанное Худяковым Иваном Александровичем Ханджаргыстай, где говорится о подвигах трех поколений богатырей. Сначала идет речь о подвигах Веремолан, затем его сына Кенчебега, а затем его внука Ханджаргыстай. Таким образом, трехпоколенных якутских Олонхо пока только два. В старину, видимо, существовали и более многопоколенные якутские Олонхо, чем трехпоколенные. Так, например, в репертуаре момского сказителя Черова упоминается Олонхо Харла Махсогол, где в основе этого Олонхо лежит 9-поколенное Олонхо, как он сам утверждает. В этой связи следует отметить, что киргизский Манас также является трехпоколенным эпическим произведением. Сначала идет речь о подвигах самого Манаса, затем его сына Семетея, а затем его внука Сейтека. Башкирский эпос Уралбатыр также является трехпоколенным эпическим произведением. Сначала идет речь о родителях Уралбатыра, затем речь идет о подвигах Уралбатыра и его старшего брата Шульгена, а в третьей части этого эпоса речь идет о подвигах трех сыновей Уралбатыра и одного сына Шульгена. Эвенкийский Немгакан Трофимова Иркисмандия Богатырь является уже четырехпоколенным эпическим произведением. Речь идет сначала о подвигах самого Иркисмандия Богатыря. Во второй части эпоса идет речь о подвигах его младшего сына Коколдокона Богатыря. В третьей части идет речь о подвигах его внука Куркохчон Богатыря. А в последней, заключительной части эпоса идет речь о подвигах правнука Иркисмандия Богатыря Денукчон Богатыря. Таким образом, Иркисмандия Богатырь является четырехпоколенным эпическим произведением. Видимо, также следует отличать понятия, термины многожизненные Олонхо и многопоколенные Олонхо. Если многопоколенных Олонхо речь идет о множестве поколений богатырей, то многожизненных Олонхо речь идет о богатырях, о героических подвигах одного поколения богатырей. Так, например, Олонхо известного ангинского сказителя Тимофея Васильевича Захарова Чаябей Алабулкун является двухжизненным, а не двухпоколенным эпическим произведением, потому что в этом Олонхо речь идет о подвигах двух богатырей одного поколения, а не нескольких поколений богатырей. Речь идет о подвигах богатыря Алатуйгун, и во второй части этого Олонхо идет речь о подвигах его родного младшего брата Очуллан-Чочуллан. Теперь, что касается о разновидностях Олонхо. Историк Семен Иванович Николаев Самоготто в своей работе о происхождении народа Саха говорит о том, что в старину якуты подразделяли Олонхо на две части. Говорили о существовании пещих Олонхо и о существовании конных Олонхо. К пещим Олонхо он относил старинные предания, сказки, легенды, которые только рассказываются. А к конным Олонхо он относит наши современные Олонхо, где персонажи поют, диалоги поются.
Долганские олонхо тоже подразделяются на две разновидности – саты олонхо и рылах олонхо. Хакасские алыптых-немахи, героические сказания, тоже имеют две разновидности. Они различают конные сказания и пещие сказания. При этом конные сказания аттых-немах сопровождаются горловым пением и игрой на музыкальном инструменте. В этом отношении якутское олонхо также не является исключением. Другие эпосы тоже подразделяются на такие разновидности. И, наконец, последнее. Якутское олонхо не представляет собой, видимо, какое-то сакральное тайное знание. Исполняли якутское олонхо не во времена сакральных праздников для избранной аудитории, для которых вот передается тайное знание. В этом отношении башкирский эпос «Урал-Батыр» существует только в единственном числе. Фольклорист башкирский, известный фольклорист Мухаммедша Бурангулов оказался в нужном месте, в нужное время и сумел войти в доверие башкирским старикам, носителям тайного знания, которые рассказали содержание этого эпоса. Таким образом, вот этот записанный башкирский эпос является единственным и каноническим. Запрещается вносить какие-то изменения в текст этого эпического произведения. В отличие этого, якутский эпос не является каким-то сакральным учением, которое нужно исполнить в определенное время и для определенной аудитории. Мы далеки от создания сводного канонического текста якутского олонхо, но тем не менее единственным олонхо, который претендует на каноническое, является олонхо Платона Алексеевича Аюнского «Ниргун-Батур Стремительный», который был соткан из огромного количества якутских олонхо и олонхо центральных улусов, олонхо татинских улусов, и в настоящее время он является единственным олонхо общепринятым и общепризнанным каноническим олонхо.